Это тот самый разворот на 180 градусов. Я бы хотел им представить крепкое молодежное сообщество в Республике Абхазия, которое видит горизонты на среднесрочную и дальносрочную перспективу. Не ждите, что программа даст вам ответы. Ждите, что она даст вам правильные вопросы. Для меня это слово «коммуникация», потому что конкурс, сама программа позволили наладить общение, установить связи с людьми, говорить на одном языке. Сначала на непонятном нам языке, а потом уже всем вместе решать определенные трудности и задачи. И для меня это очень важно лично, потому что знакомства, новые знания, новая информация, которую дали люди, объединяющих в первую очередь одно — сделать завтра лучше, чем вчера. Это новое видение, которое, я надеюсь, в самое ближайшее время преподнесет много успешных проектов, которые будут реализованы на территории республики. Сам проект, его образовательная часть были направлены на стратегическое мышление, на портрет современного лидера. Это позволило выработать способность, что проблемы — это не препятствия, а задачи, у которых много переменных. Это тот самый разворот на 180 градусов, где ты не пытаешься критиковать, задавая вопросы по типу, что это не сработает. У тебя возникает новый вопрос: а что ты можешь сделать, чтобы это сработало, не перекладывая все на обстоятельства? Конечно же, мой подход к работе изменился благодаря такой усиленной команде, которая показывает, что в одиночку реализовывать идеи, проекты практически невозможно. Без сильных партнеров, без общей идеи практически создавать и творить нереально. Каждый должен полагаться друг на друга, доверять друг другу. И, оглядываясь уже назад, понимаешь, что управленческая деятельность — это не только административные функции и контроль. Это 80% общения и эмпатии, а 20% уже распорядительной работы. И сегодня, когда ты уже в новой роли, понимаешь, что коллектив и управление в нем — это своя экосистема, где тебе надо наладить в первую очередь отношения со своим коллегой, со своим новым уже коллективом. Сегодня моя сфера деятельности — это молодежная политика, и уже на протяжении последнего полугода, изучая проблематику, являясь самим молодым гражданином в республике, ощущая некоторые проблемы, я понимаю, что нам нужен простой механизм, который бы выработал систему механизмов поддержки инициативной и ответственной молодежи не только в городах, но и в районах, в селах в первую очередь. Наша задача — создать условия для того, чтобы каждый знал четкий алгоритм того, что он может надеяться и верить, что государство — это не стена, которую тебе надо перелезть, а этот лифт, в который ты входишь, и он тебя отправляет на нужный тебе этаж. Я бы хотел им представить крепкое молодежное сообщество в Республике Абхазия, которое видит горизонты на среднесрочную и дальносрочную перспективу, что здесь реально есть условия для становления, что государство создало эти условия и улучшает качество жизни молодых граждан, пенсионеров. Но сфера моей деятельности говорит о том, что да, нам надо делать упор на молодежь, нам надо работать с молодежью. Не ждите, что программа даст вам ответы, ждите, что она даст вам правильные вопросы.